Также глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел встречу с представителями научной делегации из Грузии во главе с директором Центра изучения проблем комплексного развития Грузии Леваном Митревели. Обсудили сотрудничество в вопросе восстановления истории ингушского народа. Открывая встречу, Юнусбек Евкуров отметил, что между Ингушетией и Грузией налажено эффективное сотрудничество в области архивного дела с целью поиска документов, потерянных в период депортации ингушей в 1944 году. Много материалов было вывезено, в том числе и в Тифлис. Периодически наши архивариусы ездят в рабочие командировки, в музеи и архивные службы Грузии для поиска документов, связанных с историей республики. Хотелось бы выразить благодарность научному сообществу грузинской стороны, которое поддерживает, предоставляет доступ к архивным материалам, помогая нам в восстановлении нашей истории. Мы заинтересованы продолжить наше сотрудничество в данном вопросе, отметил Юнусбек Евкуров. Леван Митревели, в свою очередь, отметил, что в музеях Грузии находится много предметов исторического и культурного наследия ингушей. Он заверил Юнусбека Евкурова, что эта работа будет продолжена, а также выступил с предложением организовать выставку музейных экспонатов ингушского народа в одной из европейских стран. В завершении встречи грузинская делегация вручила Юнусбеку Евкурову точную копию черкесски офицера ингушского полка дикой дивизии 1916 года. Не только по архивным материалам, а с гордостью должен сказать и с радостью вам, что у нас оказалось в музеях Грузии огромное количество исторического и культурного наследия вайнахского народа. Предметы искусства, которые относятся точно к ингушскому этносу. Материалы эти датируются с ранней бронзовой эпохи. Это указывает на то, что у вайнахов, в отличие от многих очень больших народов, великих народов, можно сказать, в раннюю бронзовую эпоху было не только производство металлов, но и культура. Там это уже не предметы быта, допустим, мечи, наконечники, копии, все такие вещи, которые общие для этого периода у всех народов, которые имели возможность производить металлы и работать с металлами. Но и памятники искусства и культуры. Вот Гела обнаружил, допустим, фигуру воина, у которого на плечах тур. Это тоже ранняя бронзовая эпоха. Этот тур идентичен и эндемен только из Асинского ущелья. Нет изображения. Да. Нигде самые зоологи указывают, что подвид этого тура нигде не присутствует, за исключением вот этой долины, где обнаружена была обнаружена эта фигура. Когда мы поднимаемся уже век, раннее средневековье, там уже присутствуют предметы быта. Этнографический материал, это уже допустим, инструменты, музыкальные инструменты, это уже предметы быта, одежда, женская одежда, украшения и все другое. Наши предки когда-то жили дружно, оставили добрый, хороший след. И, как обычно говорят, там сперва человек работает на авторитет, потом авторитет на него, так и наши предки работали так, что сегодня вот этот авторитет сохранился уже потомкам. Дай Бог, что мы сохранили и дальше это все. И наши уже дети, их дети, вот это все сопровождали, сохраняли. У нас есть ряд вопросов, проблем, связанных с архивными документами. Это было связано с исторической необходимостью. В тот момент, когда была депортация, очень много потеряно. Очень много вывезено, в том числе, и мы знаем, что и в Тбилиси, в том числе, в то время. И периодически наши ездят, и спасибо вашей стороне, грузинской стороне, помогает, поддерживает и необходимый материал дает. Поэтому мы заинтересованы дальше это направление продолжить и искать свою историю, находить ее. Мы и в Казахстане, в Кыргызстане, в других местах тоже работаем. Ну, конечно, хочется все-таки максимально, что мы тогда потеряли, возродить, найти и уже оставить определенный след и для своих потомков.